прямом эфире работает программа «Новости», в студии Луиза Хатуева, и коротко о главных событиях дня. Более 200 спортсменов со Старого Света собрались в Грозном. Сегодня мы увидим в деле самых талантливых бойцов и десятков стран. У нас очень популярны боевые единоборства, бокс, борьба и другие виды спорта. Уверен, что данный турнир откроет нам новые имена, которые в будущем станут звездами мировой величины. Чеченская столица приняла чемпионат Европы по олимпийскому тэквондо. Фестиваль народного творчества на горных вершинах. Биноевская весна. Мероприятие достойно на высшем уровне, на уровне. Члены оргкомитета обсудили вопросы подготовки республиканского конкурса «Биноевская весна». Долг платежом красен. Появляются должники, за которыми числится задолженность разного рода, там, за газ, свет. В Октябрьском районе прошли рейды по злостным неплательщикам. Впервые в истории республики чеченская столица приняла чемпионат Европы по олимпийскому тэквондо. Он прошел в спорткомплексе «Олимпийск». На турнир съехались более 200 спортсменов со Старого Света. Нашу республику в сборной России представляли двое атлетов. Итоги первого соревновательного дня в материале спортивного обозревателя Артура Хункурханова. Грозный в последние годы поистине стал настоящим спортивным центром России. Здесь проходят турниры самого высокого уровня. Это касается как олимпийских, так и неолимпийских видов спорта. Именно этот фактор и стал одним из главных в принятии решения о проведении в столице Чеченской Республики чемпионата Европы среди юниоров и юниорок по олимпийскому тэквондо. Если взять в целом республику, вы знаете, наверное, это один из спортивных центров России без преувеличения. Сам глава Рамзан Ахматович тоже спортсмен, он тоже поддерживает всяческий спорт. И вот все эти в совокупности факторы выбрали для европейского первенства, европейского чемпионата этот город. И мы не ошиблись. На этот турнир в Грозный съехалось 260 спортсменов из более чем 20 стран Старого Света. Среди почетных гостей и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который как истинный любитель спорта пришел понаблюдать за красивыми поединками. Мы рады принимать в республике такие престижные соревнования. Это очень важное направление курса нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мы добились значительных успехов в сфере развития спорта и пропаганды здорового образа жизни. Чеченская республика гордится, что вырастили 5 чемпионов Олимпийских игр. Среди них двое многократно поднимались на высший пьедестал почета. Десятки человек являются чемпионом мира и Европы. На всех первенствах России наши бойцы доказывают, что они среди лучших. Это огромное достижение. Сегодня хочу сообщить вам еще одну радостную весть. 6 чеченских спортсменов включены в состав Олимпийской сборной России. В регионе созданы все условия для дальнейшего развития спорта и проведения соревнований самого высокого уровня. У нас 434 тысячи человек систематически занимаются физкультурой и спортом. 55 тысяч человек являются спортсменами. Уверен, что данный турнир откроет нам новые имена, которые в будущем станут звездами мировой величины. Я желаю всем участникам первенства здоровья и удачи. Пусть мастерство и сила духа помогут вам одержать победу. Также вице-президент Европейского союза тэквондо Фред Буйтенхаус и президент Отечественного союза тэквондо Анатолий Терехов преподнесли главе Чеченской Республики памятные подарки. В первый соревновательный день в борьбу за медали вступили представители 4 весовых категорий – 54 и 58 килограммов у парней и 46 и 49 килограммов у девушек. Особое внимание местных болельщиков было приковано к весу 54 килограмма, где выступал уроженец Грозного Абубакар Сидик Хасиев. Он выиграл первый поединок, однако во втором раунде проиграл и выбыл из соревнований. Но в целом наша сборная сегодня выступила более чем достойно. Первый финал вечера оказался именно российским. За право примерить золото в наилегчайшем весе встретились Алексей Рудник и Алексей Владимиров. Бой получился достойным своего статуса. После второго раунда Владимиров проигрывал со счетом 3-7, но в решающем отрезке ему удалось совершить настоящий камбэк и одержать победу со счетом 8-7. Это была очень тяжелая подготовка, мы отработали двое жестоких сборов.
драться с соотечественником было труднее, наверное, чем если бы был иностранный спортсмен. Так как я первый номер, я должен был выиграть. Еще более интересным получилось противостояние россиянина Гульджигита Кочкарбаева и турка Далмачи Мерчана. Турецкий атлет вел практически на протяжении всего поединка. По окончанию второго раунда счет был 8-6 в его пользу. Однако Гульджигит, яростно поддерживаемый фанатами, сумел переломить ситуацию в свою пользу. На последней секунде он сделал счет равным – 12-12. А в экстра-раунде первым сумел нанести точный удар, а вместе с ним завоевать золотую медаль. Первое, это, конечно же, болельщики помогли. Спасибо всем болельщикам за то, что такую поддержку. И, конечно, я чувствовал себя как дома. И вот, ну также, конечно, упорство. Вот эти три вещи мне помогли. Следующие финалы были женскими. В 49 килограммов в решающем бою сошлись россиянка Регина Сахауддинова и представительница Венгрии Лука Патакфалви. Наша спортсменка уверенно превосходила соперницу во всех раундах и одержала закономерную победу со счетом 7-3. Настраивалась очень хорошо. Дома это, в России проходит, стены помогают, это сыграло очень большую роль. А так я, как бы говорится, во внутренний диалог с собой ухожу, и я знаю, что мне победа нужна. Внутренне настроилась очень хорошо. В последнем финале вечера в легчайшем весе встретились немка Юана Андерлопоулу и болгарская спортсменка Николь Чорбанова. В этом противостоянии успех праздновала германская атлетка. А одну из бронзовых медалей этого дивизиона завоевала наша соотечественница Анастасия Анохина. Всего же российская команда по итогам первого соревновательного дня выиграла 5 наград. 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Впереди любителей тэквондо ждут еще 3 дня интереснейших поединков. Артур Хункурханов, Адам Ахмадов, Ибрагим Джамалдаев, Расул Арцухаев и Джамлай Хаджалиев. Новости. Чуть позже члены Европейского союза тэквондо, руководители федерации данного вида спорта из разных стран, а также организаторы континентального первенства собрались в Гранд-холле «Фердаус», чтобы отметить окончание первого соревновательного дня. Присутствующие обменивались памятными подарками, также была подготовлена концертная программа. Уже сегодня снова все внимание будет приковано к спорткомплексу «Олимпийск», где состоятся поединки тэквондистов в весовых категориях до 63 и 68 килограммов мужчины и до 53 и 57 женщины. Фестиваль «Биноевская весна-2016» должен пройти на самом высшем уровне. Об этом заявил депутат Госдумы Российской Федерации Адам Делимханов на заседании оргкомитета по подготовке мероприятия. Фестиваль приурочен к 65-летию со дня рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Каждый присутствующий уже ознакомлен со сценарием «Биноевской весны». Подобного рода мероприятия не редкость в нашей республике, и поэтому нет сомнений, что и на этот раз оргкомитет сможет удивить гостей и участников фестиваля. Биноевская весна. Мероприятие достойно на высшем уровне, на уровне. Дальше, да, лазут облдойл, а мы даже не закалан чвонят, а война власти, цунлерен, да, реал мероприятию, да, эшмасара, добросовестно, едокой. Ларамс, лирамс, шаш дадиеш чулсонах, тедам тебрайтан, шахи гордой хавен, ахвай, савежит она власти туда мула. рядовые мероприятия, алды алвел, ودوحة الباتش وينده بيقول داخش мероприятия, так, это команды. شلونش دوام ديان ده مصو ديانا استيقاظ يقعدوا وتران الدين عندنا كاجد سكاتش قليلي جورد عياد دقم شو قوت يحدي عند ديش يوم حلقة دين ديان شت كديانا شيء خلش ديان تبع كنان حلقة وين يحكي عم غيبوت وين تأخذ تون ديان ما سرقي ناقص الديار دقش يقديانا هو ديان شاشة داج موسى قليل محمد آدم باشلو ياسديان ويقول هو يوش هو ده ديز ال تون ديستغل. О том, что уже сделано, рассказал руководитель оргкомитета, первый вице-премьер по социальному блоку Муса Ахмадов. По его словам, работы по подготовке уже идут полным ходом, начиная от реконструкции дорог, ведущих к горному селу, и заканчивая размещением анонсов о предстоящих конкурсах и соревнованиях. На стадии завершения находится процесс создания интернет-сайта и аккаунт-фестиваля народного творчества «Биноевская весна». Разработано положение о проведении конкурса по теме общества Биной, истории и культуры чеченского народа. В средствах массовой информации ведется информационная работа по рекламе конкурса по 3 номинациям. История Биноя как часть истории Чеченской Республики, биноевцы в культуре чеченского народа и Биной в прикладном искусстве Чеченской Республики.
на ЧГТРК Грозный разработаны видеоролики о приеме заявок на участие в конкурсе «Общество Биноев истории и культуры чеченского народа», которые размещены в сетке телерадиовещания, а также на всех интернет-аккаунтах компании. Мэрия города Грозного совместно с администрацией Нажуртовского района ведется работа по созданию проекта эскиза, но сегодня мы уже эскизы отдали, и мэр города Грозного, глава Нажуртовского района, соответственно, своим рекламным счетам, разбером в ближайшее время развесит баннеры, посвященные этому празднику. Место для проведения фестиваля выбрано не случайно. Природные условия горного Биноя идеально подходят для организации культурно-спортивных мероприятий. В следующем сюжете мы расскажем об одном из самых старинных хуторов биноевского сельского поселения с необычным названием Деньги-Юрт, который также затронут предстоящие игры. Название этого хутора по преданию произошло от имени основавшего его мужчины по имени Денга. Селу более 1000 лет, сегодня здесь проживает около 500 человек. Есть школа и мечеть. Байли Мирзаев родился и вырос в Денги-Юрте. Почти 40 лет он увлекается историческими находками. За это время их собралось более 1000. Многие мужчины подарил друзьям. Байли было всего 10 лет, когда в одном из заброшенных домов села он нашел вот такой кувшин для молока. Экспонату около 100 лет. Именно с этого предмета началась история его увлечения. Но есть и те, что постарше. Например, этим кувшинам приблизительно 8000 лет. Исторические находки Байли ищет в местах, где раньше находились села. Про них ему рассказала бабушка. Она и привела ему любовь к истории своего народа. Сегодня в его коллекции сотни старинных экспонатов. А вот Бесира Вагапова не мыслит свою жизнь без домашних хлопот. В основном предпочитает трудиться на земле. В огороде много овощей. Есть и фруктовый сад. Амират Самбиева содержит коров и кур. К подсобному хозяйству женщина относится трепетно. Несмотря на то, что уход за домашним скотом и птицей отнимает много времени, женщина не жалуется. Денги-Юрт – один из 9 хуторов, входящих в Бинойское сельское поселение. Жители села преимущественно заняты животноводством и земледелием. В доме только натуральные продукты. Излишки продают на местном рынке. Этим и живут. Розана Цамаева, Магомед Мударов, Визелим Закаев. Новости. Рейды по должникам продолжаются. В Октябрьском районе судебные приставы совместно с сотрудниками администрации навестили каждого, кто имеет задолженность как за коммунальные услуги, так и по страховым взносам. Злостные неплательщики могли на месте погасить долг. В ином случае в их отношении принимались соответствующие меры. Не оставили без внимания и водителей, которые имеют большие штрафы ГИБДД. У семьи Ибрагимовых долг за коммунальные услуги превысил 100 000 рублей. Именно поэтому судебные приставы были вынуждены наложить арест на имущество. Если в течение 10 дней долг не будет погашен, арестованное имущество будет передано на реализацию. Чаще всего должники объясняют неуплату долгов тяжелым материальным положением. Однако в таком случае по закону граждане могут обратиться в суд за отсрочкой платежей. Мы сейчас произведем арест имущества. У вас есть право обратиться в суд с просьбой о предоставлении рассрочки или отсрочки частично оплаты ширю, обеспечительную меру произведем арест имущества, которое имеем право. На этот раз проверки прошли в Октябрьском районе. Вместе с инспекторами ГИБДД выявляли должников с помощью электронной программы «Дорожный пристав», которая моментально вычисляет номера автомобилей по специальной базе данных. Причем это может быть как штраф ГИБДД, так и долг по услугам ЖКХ. У должников есть возможность на месте внести сумму. За час работы примерно оплачено где-то более 50 штрафов.
выявлено должников, за которыми имелась задолженность. Выявляются должники, за которыми числится задолженность разного рода, там, за газ, свет, административная комиссия, штрафы, ГИБДД, страховые взносы. Для удобства должников, чтобы не бегать им, не стоять в очередях в банках, сразу в данных автомашин установлен терминал платежный, где должник сразу может без каких-либо проблем оплатить задолженность. Проверить наличие задолженности довольно просто. Достаточно лишь зайти на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике и перейти в раздел «Банк данных исполнительных производств». Для поиска нужно ввести фамилию, имя, либо номер исполнительного производства, если он известен. Рамзан Керимов, Тинатин Музашвили. Новости. На севере республики завершается реконструкция автодороги Братская, Надсеречная, Правобережная. Работы проводятся в рамках программы развития дорожной отрасли. Данный участок не отвечал требованиям безопасности. Движение здесь интенсивное, так как вдоль трассы расположено много населенных пунктов. Сегодня на участке выполнены работы по укладке асфальта, завершаются работы по обустройству дороги. Халық асфальтобетонное покрытие Гылыкуза, но Тухугалана мы перевели в гравийное покрытие. Поэтому Гожеры Куза определенный уйол участок реконструкции на Куза 6 километров бьет, но Кадиа 6 километров еще в прошлом году вели. Поэтому участок дороги инстаган чекалы. Тукубабук де он бабиештаган республика Гошер Эстен де он махар донш алсамду. Больше не будет затопленных тоннелей и больших луж на улицах столицы. В Грозном ведется строительство ливневой канализации. Ее проложат на 21 улице. Вместе с тем обновлению подвергнутся и ветхие коммуникации. Известно, что до конца года будет проложено более 20 километров нового водопровода. Как ведутся работы, расскажет наш корреспондент. Совсем недавно даже небольшой дождь вызывал массу неудобств автомобилистам и пешеходам Грозного. Из-за отсутствия на некоторых улицах ливневых канализаций скапливались лужи. Но совсем скоро эта проблема будет решена. Ливневое хозяйство в современной городской инфраструктуре – это очень важная составляющая, так как мы видим на примере даже тех погодных условий, которые были в городе. Это проливные дожди, которые не прекращались почти в течение месяца, создавали дополнительные неудобства как для горожан, и для всей инфраструктуры городской, потому что нехватка ливневых сетей, оно сказывается. До конца года ливневую канализацию проложат на 21 улице. В настоящее время на 6 из них работы полностью завершены. Кроме того, прочищают и ремонтируют старые коммуникации. Реконструкции также подвергнется тоннель по улице Кадырова, который, кстати, из-за сильных дождей недавно был затоплен. Существующие старые мы прочищаем, делаем соответствующий ремонт и мониторинг проблемных вопросов. Так, к примеру, тоннель, вы помните, совсем недавно был залит полностью из-за того, что во время процесса восстановления ливневого хозяйства там проходила тысячник труба, и во время попадания бомбы в 2 местах был обрыв, соответственно, подрядчики, которые меняли, они меняли на более узкий диаметр. Соответственно, это создал эффект такой узкой горловины, бутылочной горловины. Мы сейчас тоже это мониторим и меняем. Общая протяженность канализационных сетей Грозного около 600 километров, а количество колодцев достигает 7000. Для решения проблем с загрязнением канализационных систем и коллекторов проводится очистка и промывка. Для работы на сложных участках привлечена специальная техника. Этот агрегат у нас ведет работы на самых загрязненных участках канализационных коллекторов нашего города. Эта машина повышенной мощности выдает давление, которое, допустим, российские автомобили не в состоянии выдать. И этот агрегат борется на тех участках, где самое сильное загрязнение, где наша техника бессильна. В Грозном также производят замену старого водопровода. Всего же до конца года его будет проложено 26 километров. Замена ветхих сетей производится согласно всем стандартам и правилам. При поддержке мэрии города Грозного собственными силами водоканала ведется замена водовода диаметром 325 мм от Гойтинского водозабора до 56-го участка. Данная труба отработала свой ресурс, были утечки на трубопроводе, и мы решили, согласованно с мэрией, замена. Труба, как изолирована, прокладывается согласно всем строительным нормам и правилам.
Проводимый комплекс работ по замене и ремонту ветхих коммуникаций призван улучшить в первую очередь качество водоснабжения. Соответственно, это скажется и на жизнь граждан, поскольку новые трубы – это не только сильный напор, но и чистая питьевая вода. Динатин Музашвили, Булат Баканаев, Алаш Аздамиров. Новости. Масштабный субботник прошел в Сунжинском районе. На уборку территории, прилегающей к федеральной трассе «Кавказ», вышли представители местной администрации и жители района. Здесь за считанные часы они расчистили несколько километров дороги. Санитарно-профилактическое мероприятие прошло и в Русмартановском районе. Здесь представители власти и патриотических движений были заняты очищением лесополос вдоль проезжей части, побелкой деревьев, уборкой высокой травы и вывозом мусора. В субботнике также было задействовано несколько единиц техники. В социальных сетях распространилась информация о пожилом мужчине, жителе Дагестана, который просит милостыню для своих внуков-сирот. По данным автора сообщения, на такой шаг он пошел из-за тяжелых условий жизни. Мимо беды Дени Шемельханова не прошел и Рамзан Кадыров, который решил помочь мужчине материально и даже выделил ему квартиру в Грозном. Как выяснилось, Шемельханов на самом деле является жителем Грозного. Позже стали известны более интересные подробности. Сообщение с просьбой помочь бездомному пожилому человеку в городе Хасавюрт быстро разлетелось по всем социальным сетям. В тексте говорится, что просить милостыню его вынудила крайняя нищета. На крик о помощи отозвался глава Чечни. Из фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова мужчине планировалось выделить квартиру в столице республики. Но вскоре всплыли новые обстоятельства. Стало известно, что история, описанная в сообщении, мягко говоря, не соответствует действительности. Оказалось, что Дени Шемельханов уроженец Грозного и живет в Октябрьском районе города. Более того, Дени и его два сына имеют в собственности 3 квартиры. Сегодня с ними встретился первый заместитель председателя правительства Ибрагим Закриев и мэр Муслим Хучиев. كأنتي سيدين حي سيميا سيدين واوان خسر دعوان داغستان شوق واوان تنترا نقول سواء سابو التان شيء تحن كوربوس شديل تقبل عشان كورتير خش بينسي تقوليبس زعت ناقصش تكسرتنا وشتنا تمينا بوبش انت خنش سي مدور حبيري سيدو حبيري بيري سيدو ونوش قوم سيدو. Сыновья Дени Шемельханова удивлены происходящим. По их словам, они не подозревали, что отец просит милостыню. Также отметив, что никакой причины для этого у него и не было. Сам же герой истории уже сожалеет. Произошедшее объясняет помутнением рассудка. О том, что его фотография распространилась в социальных сетях и в СМИ, ничего не подозревал. Ездил я туда от того, что в некоторых случаях у меня не хватало денег по своей, скажем, глупости статической. Я вот сел. Мне квартиру Рамзан Ахмадович, естественно, давать хотел, поскольку есть, наверное, еще победнее меня. Я думаю, что в этой квартире я не нуждаюсь. Рамзан Ахматовичу я очень благодарен. Большое ему спасибо. Позже мэр Грозного отправился в дом Дени Шемельханова. Непонятно, как, живя в таких условиях, человек просит милостыню, отметил мэр. Тем более, что Дени вместе с женой получает пенсию 26 тысяч рублей. Революционный. Шушине 26 чем-то тысяч должна новшо. Я говорю, цац квартиру должна что я хусмашу. Рован сяду что сум за хон хуешь. Сисер сахиллос пача виженвац. Инстаграм шквешет. Сисер сахиллос виженвац пача. Халах истек. А двоглас дахни. Сахиллос халах цун. Чуа хусам бо яца. Цун диешл годие бош. Виженвац сахиллос. А просто ай оккал чуа метигёш. Айдолуш ахштолш, таруёш, кок антолш. Оан айсадуёш дишо.
По некоторым данным, мужчина на протяжении нескольких месяцев регулярно выезжает в Дагестан, чтобы просить милостыню. Несколько дней назад на приезжего из Чечни обратили внимание ребята из Дагестанского благотворительного фонда «Поможем». Оказавшись у Шамильханова дома, они недоумевают, почему глава вполне благополучной семьи просит о помощи, ссылаясь на внуков-сирот. Хотя таковыми они не являются. Я нашел для него 11 тысяч рублей. Багажник полный, привез я ему продуктов. Деньги у меня были 11 тысяч рублей наличкой. Я ему дал. Я ему еще сказал, может, ты неделю отдохнешь? Я же вам дал, говорю, деньги. Неделю, говорю, отдохни. Он мне сказал, нет, мол, так не бывает, так нельзя. Я, говорит, должен в пятницу в Махачкалу, ближе к мечети. Мне, понятно, меня обманули. А то, что у меня в Инстаграме 8900 подписчиков, перед всеми этими людьми, что я скажу? Так-то я дал, довез, сделал отчет, все дела. Но совесть, мне перед ними однозначно будет стыдно. Дани Шамильханов уже обещал, что больше не будет просить милостыню. Сыновья Дани также обещают более не допускать подобного поведения со стороны отца. Магомед Ламаркаев, Хаважа Мунаев и Луиза Юнусова. Новости. Выпускница президентского лицея получила 100 баллов по ЕГЭ. Аймани Кадырова единственная в республике, у которой столь высший балл. Но для девушки это не единственное достижение. Среди сверстников она всегда отличалась особой успеваемостью. С отличницей пообщался наш корреспондент Лариса Джабраилова. Аймани Кадырова с гордостью демонстрирует медаль за особые успехи в учебе, которую ей вручили при получении аттестата. Девушка – единственная выпускница в республике, получившая 100 баллов по русскому языку по результатам единого госэкзамена. Изначально у меня было 98, потом после того, как я подала на апелляцию, мою работу перепроверяли ее в Москве, и после этого мне утвердили все мои 100 баллов. Родители были очень рады, конечно. Аймани всегда отличалась высокой успеваемостью в школе, а подготовка к ЕГЭ началась еще в 10 классе. Занятия продолжались и дома. И хотя ее любимый предмет информатика, на этот раз лучшим стал результат по русскому языку. Аймани по результатам диагностики была определена в группу тьюторы, которые занимались дети с высокой успеваемостью. Безусловно, мы ожидали от Аймани высоких результатов. Девочка с большим потенциалом, она всегда отличалась среди своих сверстников, устойчивым вниманием отличалась, трудолюбием и настойчивостью. Высокие баллы – результат отличной учебы на протяжении многих лет. Для Залины Кадыровой успех дочери – еще один повод для гордости. Старшая сестра Аймани также закончила школу с отличием и получила высокие баллы на едином госэкзамене. В этой семье уверены, будущее за знаниями. Мы им всегда говорили, что учение – это свет. Если будете в школе учиться хорошо, потом и в университете, потом и работа, и, в жизни все у вас будет хорошо. Мы требуем от детей знаний. Если честно, я горжусь детьми. Продолжать учебу Аймани Кадырова будет в Чеченском государственном педагогическом университете, на физико-математическом факультете, где уже учится ее сестра. Благодаря высоким баллам Аймани первая в списке рейтинга абитуриентов. Лариса Джабраилова, Адам Чекуев и Луиза Юнусова. Новости. В Министерстве по делам молодежи прошел отборочный этап для участия в Северокавказском молодежном форуме «Машук-2016». Ребята представили проекты в области IT-технологий, бизнеса и консалтинга. Оценивали конкурсантов эксперты, которые в конце каждого выступления ставили баллы и помогали оформить идею в проект. Следующий этап пройдет в Пятигорске 5 августа. Здесь рассматриваются проекты нашей активной творческой молодежи, которые после проведения республиканского этапа должны будут уже в Машуке проходить там отбор. Проекты многие актуальные, бесспорно, но надо это донести до жюри, доказать, что он необходим, этот проект, что он очень важен, актуален и так далее. Ну и вы можете посмотреть, что в экспертном жюри представлены практически все направления министерства, ведомств, общественной организации. То есть здесь, чтобы какое бы направление не было этого проекта, чтобы были те специалисты, которые могут оценить.
Чеченский спортсмен одержал победу в первенстве Европы среди юношей по вольной борьбе. Выступая в весовой категории 69 килограммов, он смог побороть российского спортсмена Сапиюлу Алибулатова. Чемпионат проходил в столице Швеции, Стокгольме. Юноша уже 8 лет занимается борьбой, и сегодняшняя победа для него стала первой такого масштаба. Во-первых, Аллах дал хастам балуар дарсон, и все, кто болели за меня, переживали, родители, всем спасибо большое, я рад, что обрадовал вас. Аллах Рейсулшун Бадехтерна. Также хочу сказать большое спасибо своему тренеру первому Макаему Аслангири. Встретить и поздравить молодого чемпиона на центральной площади Грозного собрались близкие родственники, друзья и тренеры спортсмена. Тана нохчик мечает улам бэхня нохчик оман си эйбдерду из это один из первых шагов к предстоящему новому олимпийскому циклу, который будет уже олимпийский. И к следующим Олимпийским играм, я думаю, Аслан подойдет успешно и будет участником этих Олимпийских игр. А на этом все. Спасибо, что были с нами.